Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим на частотах радио Тетим и телеканале НВК Саха. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня в нашей студии мы собрались в преддверии Дня родного языка и письменности, который отмечается ежегодно с 1996 года, 13 февраля, и был установлен указом первого президента республики Михаилом Ефимовичем Николаевым. В Якутске на уровне муниципалитета проводится большая работа по поддержке якутского языка, популяризации его, изучения и распространения среди населения, начиная с детского сада и школы. Поэтому сегодня у нас в студии представитель управления образования города Якутска и городской краеведческой библиотеки Лецай Мария Владимировна, заместитель руководителя управления образования окружной администрации города Якутска, Новгородова Варвара Степановна, начальник отдела общего образования управления образования, и Якушева Рита Михайловна, главный библиотекарь краеведческой библиотеки. Итак, Мария Владимировна, Варвара Степановна, начнем с вас. Любовь к родному языку, как принято считать и думать, она начинается все-таки с детства, с семьи, и важную роль в этом, безусловно, играют педагоги, воспитатели, учителя. И вот хотелось бы поинтересоваться, какие меры поддержки оказывает управление образования, окружная администрация в целом, педагогам, преподающим детям родной язык? Үтөгүнүнөн добрый день, уважаемые коллеги, слушатели, зрители. Спасибо за вопрос. Конечно, в городе Якутске, благодаря поддержке главы городского округа город Якутск Евгения Николаевича Григорьева и, наверное, инициатором таких мер поддержки нашего начальника управления образования Петрова Марии Петровны, уже третий год вручаются премии в денежном выражении 100 тысяч рублей воспитателям и учителям якутского языка. Эта премия вручается, как раз будет объявление о начале приема документов на этот конкурс у нас ежегодно 13 февраля, именно День родного языка, и вручается торжественно на нашем национальном празднике ЭСЭХ во время вот этих торжественных мероприятий. Получив эту премию, педагоги могут использовать эти средства на повышение квалификации, на приобретение учебно-методических материалов, в целом на развитие своего профессионального роста. И думаю, что такая мера поддержки, она была оказана впервые в денежном выражении. Как вы знаете, есть иные премии, да, по писателям, там, поэтам, для победителей ЭГЭ, ОГЭ и так далее. Ну, а вот у нас в городе именно такая премия, именно поддержки воспитателей, педагогов, учителей, которые обучают родному языку и развивают национальную культуру и литературу. Расскажите поподробнее, кто за эти годы, сколько человек удостоились премии? Ну, впервые премия была вручена в 2023 году. Тогда у нас было всего 3 человека номинировано, да. Далее уже вот Евгений Николаевич увидел нашу проделанную работу, поддержал наше обращение наших педагогов, и премия была увеличена до 5 человек. Поэтому последующие года у нас получало уже по 5 человек. Это учитель якутского языка в русской школе, учитель якутского языка в якутской школе, также с воспитателями, и добавлены были педагоги дополнительного образования, которые ведут тоже кружки по родному языку, культуре и литературе. Ну, соответственно, получается, что в этом году у нас еще 5 человек будут получать премию. Всего за 4 года уже 18 человек получили эту премию в размере 100 тысяч рублей. А какие критерии или там как происходит номинирование? То есть это коллектив, да, трудовой должен номинировать участников? Да, это может быть как методическое объединение школы, как сам руководитель учреждения, коллектив какой-то, да, может выдвинуть, утверждается приказом управления порядок. Это конкурсный отбор, то есть педагог должен показать свою работу, какие методические разработки он делает, какие новые методы использует. В целом какие-то, может быть,
разработки иные должен был сделать, да. Также мы учитываем публикацию в различных изданиях. Приветствуется, ну, среди наших коллег есть и поэты, и писатели даже, да. То есть творческая составляющая да, тоже творческая играет роль. составляющая, личный вклад тоже приветствуется. Но в целом, конечно, по образовательному процессу. Это новые формы, инновационные технологии, методики и так далее, разработки. И по нему уже выводится, есть экспертное жюри, которое оценивает портфолио, да, которое подготовлено педагогом, и вот выдвигается на премию. Спасибо. Рита Михайловна, теперь вопрос к вам. Расскажите, в вашей библиотеке какие мероприятия будут проходить ко Дню родного языка и письменности? Да, добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Библиотека города Якутска ко Дню родного языка и письменности традиционно подготовлена обширная и разнообразная программа, которая включает в себя мероприятия для всех возрастов и интересов. Вот. В филиалах централизованной библиотечной системы запланирован целый цикл событий, который можно условно разделить на несколько направлений. Это и просветительские и образовательные мероприятия, это библиоуроки, посвященные истории якутской письменности, которые посвящены именно создателю первого алфавита Семену Андреевичу Новгородову и этнографу Всеволоду Михайловичу Ионову. Пройдут беседы и лекции о богатстве родного языка. Ключевым событием станет ежегодная республиканская акция «Сахалы-диктант», направленная на проверку грамотности. Также будет организована акция, где можно будет попробовать написать текст по алфавиту Новгородова. И Сахалы-диктант пройдет в 7 филиалах, поэтому каждый, кто захочет, может, в принципе, пойти по месту жительства в нашу библиотеку и принять участие в этой масштабной республиканской акции. Для детей и молодежи пройдут разнообразные игры и квизы, потому что им очень интересен этот формат. Стоит отметить, что одна из игр, которая называется Memoji, это разработка наших библиотекарей с филиала номер 19 3D, который находится на улице Хабарова в городе Якутске. И они на грантовые средства реализовали этот проект, и теперь изучать родной язык для детей становится очень просто, интересно и увлекательно. Также запланированы встречи с интересными людьми. Например, коллекционером редких книг Дмитрием Руфовым, народным артистом Аскалоном Павловым, амбассадором детства Аиной Кажуровой. Состоится большой праздник с открытием тематической зоны и настольными играми, и с хороводом Осохой в смарт-библиотеке. Поэтому мы очень ждем наших детей, чтобы они погрузились в мир родной культуры, родного языка. Ну и, конечно же, книжные выставки. Какая библиотека без книжной выставки, да? Мы представим редкие издания и труды основателей письменности. И мы представим также детскую литературу, словари, книги о фольклоре. И наша библиотека имени Белинского, которая находится на улице Федора Попова, 18, предлагает якутянам не просто отметить праздник, а активно погрузиться в языковую среду через игру, через творчество, через проверку знаний и живое общение, делая акцент на сохранение и популяризации якутского языка и принять участие в акции «Сахалы-диктант». Я призываю каждого, кто сейчас смотрит нашу передачу. Спасибо, Варвара Степановна. Теперь вопрос к вам. Что касается общеобразовательных школ, как принято в них праздновать этот праздник? Добрый день. Да, ежегодно утверждается план декады родного языка и письменности, и во всех учреждениях, как и в детских садах и школах, проводятся различные мероприятия как и для детей, так и для педагогов, посвященные родному языку, литературе, культуре. Некоторые хотелось бы отметить, у нас декада в этом году началась с Олимпиады Ламко, которая прошла в Айкагата, в котором приняли участие 164 обучающихся. Ежегодно участие увеличится, количество участников очень актуально. Дети любят такие мероприятия. Также у нас очень активно уже 3-й год проходит муниципальный этап конференции на якутском языке Баргары. В этом году она была проведена в Саха-гимназии. Тоже было более 87
около 90 учащихся, да, из разных школ города Якутска, и лучшие из лучших пойдут участвовать на республиканском этапе конференции «Ватгары». Также у нас одним из ярких мероприятий стало проведение босиковских чтений в Саха-политехническом лицее. В рамках этих чтений также были проведены мастер-классы, выставки, чтения. Очень масштабное мероприятие было, очень много участников. Тоже вся информация у нас размещается на сайте и на канале Макс, то есть те, кто интересуется, могут там ознакомиться с результатами. И завершающее самое такое ключевое мероприятие у нас фестиваль родного языка будет в этом году в Мархинской школе. Ранее мы его, этот фестиваль ежегодно проводим, он проводится для подведения итогов всех мероприятий, то есть все победители, призеры туда приглашаются для награждения. И в этом году мы его проводим в Мархинской школе, чтобы более расширить горизонты вот именно школ, где проводятся такие фестивали. Мархинская школа тоже последние годы очень много детей переехала из районов, да, и в том числе якутский язык там тоже обучается. И будет тоже у нас 20 февраля вот этот фестиваль большой. Также у нас фестиваль еще в дошкольных учреждениях проводится. 13 февраля тоже будет большое мероприятие в детском саде Кескель. А сколько всего в городе школ и дошкольных учреждений, где изучается родной язык? В городе Якутске сейчас всех обучающихся 57 тысяч, да? Из них около 17 тысяч изучают родной язык, но чисто якутские классы у нас где-то 10 тысяч детей обучаются. А проводятся олимпиады и чтения по родному? Да, олимпиады у нас постоянно проводятся. Олимпиады проводятся по якутскому языку, по якутской литературе и по якутскому языку как государственному. Ежегодно тоже количество участников растет. И по якутскому языку у нас в этом году было участников больше 300, по литературе было больше 200, и по якутскому как государственному у нас было где-то 150 детей. Также у нас олимпиада по языкам коренных малочисленных народов Севера. Это долганский, венский, венкийский, но там детей меньше, около 20 детей принимает участие. Угу. Рита Михайловна, возвращаясь к теме библиотеки, вот интересно узнать, как, во-первых, пополняется фонд вашей библиотеки и каков читательский спрос на литературу на родном языке. В целом, если говорить о спросе, то спрос, конечно, есть. Вот. И я бы еще хотела отметить, что на сайте централизованной библиотечной системы города Якутска cbs.ekt.ru каждый может зайти и погрузиться в мир электронных книг. Это библиотека Илим, которая создана специально для изучения литературы на родном языке. Вот. И если говорить о том, как мы пополняем фонд, да, для краеведческой библиотеки мы носим именно название, да, краеведческая библиотека, хоть у нас имени Белинского, но все-таки мы очень большое внимание уделяем именно якутской литературе и книгам на якутском языке. Это наша одна из самых главных и приоритетных задач. Мы ведем эту работу системно и из разных источников. Наше комплектование проходит через централизованную систему. Конечно же, есть определенные запросы, есть главный перечень книг, который должен быть у нас в краеведческом фонде, да, и это обязательный список книг. Вот. Основной поток новой литературы поступает в рамках государственного и муниципального заказа. Библиотека формирует тематический заказ, конечно же, уделяя внимание краеведению. Вот. И мы обязательно заказываем все новые издания по истории, культуре, фольклору, природе Якутии даже. Ну и, конечно же, уделяем большое внимание учебно-методической литературе, потому что есть большой спрос, и на произведения уже якутских классиков. Вот, потому что тоже их читают, и эти книги очень востребованы. Например, если говорить о детской литературе, да, это якутские сказки, стихи, рассказы для детей. Спрос на них постоянно
высок. То есть каждый день берут книги на родном языке. И эта статистика у нас есть. Нам часто поступают книги в дар от авторов, издательств и общественности. То есть вы знаете, да, что у нас общественные объединения, которые развивают родной язык, родную культуру, они создают определенные тематические издания, и мы тоже с радостью принимаем такие книги в дар. И очень важный источник, особенно для получения местных малотиражных или ведомственных изданий, являются как раз такие общественные объединения. Многие якутские писатели, ученые, краеведы дарят в библиотеке свои книги с автографами. Это тоже очень важно, потому что не только художественные произведения, но и научно-популярная литература – это тоже те книги, которые пользуются спросом у наших читателей, у наших пользователей. Ну и наше издательство Бичики Аяр – это наши постоянные партнеры, с которыми мы работаем по нескольку раз в год, мы у них закупаем литературу, потому что как только у них обновляется ассортимент, обновляется фонд, появляются новые книги, мы с ними отрабатываем, чтобы каждый экземпляр попал в библиотеки города Якутска. Потому что у нас же филиалы находятся и в Тулагино, и в Хатасах, и в Кангаласах, и в Магане, чтобы каждый горожанин имел доступ к этим книгам. Например, став читателем в нашей библиотеке, да, краеведческой библиотеке имени Белинского, читатель автоматически получает доступ к книгам всех библиотек всего города. У него единый читательский билет, и он может ходить в любую библиотеку, которая ему удобна. Ну вот, в принципе, если коротко говорить, то так. Но все же, если говорить о конкретных авторах, по вашему мнению, кто наибольшей популярностью у читателей пользуется? Конечно же, классики. Это Алексей Кулаковский, Платон Аюнский, Сафронов Алампа, да? Их читают и изучают и школьники, и студенты, и взрослые. Также на периодические издания очень большой спрос, потому что не у всех есть возможность заказать, сделать подписку или оформить. Люди приходят в библиотеку, чтобы почитать газету «Кым». Вот это очень приятно, и они берут газеты или журналы домой, читают, и так вот один экземпляр расходится среди сотен наших горожан. Спасибо. Теперь вопрос к нашим гостям из управления образования. Есть ли специальные курсы повышения квалификации для педагогов, которые преподают родной язык и на родном языке? Да, конечно. В целом наши учителя все равно должны быть в курсе всех тех изменений, которые есть, и все школы работают по единой образовательной программе, но могут вносить свои какие-то дополнения, использовать дополнительный материал. И курсы повышения квалификации ежегодно проводятся у нас на базе наших стажировочных площадок. У нас есть при детских садах и школах стажировочные площадки, где на базе Дворца детского творчества у нас создан Центр развития профкомпетенций педагогов. Мы смотрим на те запросы, дефициты, которые присутствуют, и в основном курсы повышения квалификации касаются методики преподавания, то есть технологии обучения и методики преподавания. Кроме этого, курсы повышения квалификации по родным языкам у нас проводятся региональными институтами повышения квалификации, и в целях, тоже употреблю это слово, наверное, расширения горизонтов, управлением образования были организованы стажировочные выезды с курсами повышения квалификации в такие республики, как Башкортостан и Татарстан, потому что там тоже очень большое внимание уделяется изучению родного языка, и эти поездки были такими продуктивными и дали, мне кажется, новый импульс для развития наших педагогов. Кроме этого, у нас большой обмен проводится у города Якутска. Есть много соглашений с районами: Татинский улус, Горный улус, Намский улус, Вилюйский улус и так далее. И туда тоже для обмена опытом и повышения квалификации выезжают наши педагоги, и проводятся совместные курсы повышения квалификации. Спасибо большое. Что ж, дорогие телезрители и радиослушатели, через несколько секунд мы прервемся на короткую рекламную паузу, и уже после нее мы вернемся к нашему разговору. Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, в эфире снова программа «Якутск сегодня». Я напоминаю то, что мы обсуждаем тему развития и изучения родного языка в преддверии Дня родного языка и письменности. И до перерыва мы остановились на вопросе об обмене научном, исследовательском с другими национальными республиками. Вот хотелось бы об этом поподробнее поговорить. В какие республики ездили наши делегации, что там происходило, какой опыт вы приобрели, как вы сами оцениваете уровень внедрения, изучения, популяризации родных языков по России? Вот в апреле 2024 года при поддержке вот нашего главы совместным проектом с нашим институтом, Центром по изучению и сохранению родных языков, возглавляемый Федосией Васильевной, и совместно вот с Марией Петровной организована была стажировка педагогов якутского языка в Республику Башкортостан. Выехало 18 учителей, большинство это были учителя города Якутска. Нас там очень тепло приняли, водили по полилингвальным гимназиям, показывали свой опыт, как они изучают свой язык. У них немножко отличается ситуация, так как у них изучается параллельно несколько родных языков, да? Но тем не менее у нас очень много похожих ситуаций. Мы увидели много интересных методик, как у них кабинеты оформлены, какие у них проекты реализуются, какие гранты выигрывает. Было очень полезно. Учителя вдохновились после этого. Наши учителя получили огромный опыт. Надо сказать, это была вообще впервые организована такая стажировка для учителей города Якутска, именно для учителей якутского языка. Да? И поэтому это стало очень полезным опытом. Получили очень много методических каких-то идей. Да? Впоследствии мы с ними дальше, учителя продолжают сотрудничать, в том числе делегация Башкортостана в прошлом году сюда приезжала, и мы их принимали в рамках мероприятий декады родного языка на фестивале здесь. То есть тоже делегация была достаточно большая, 15 человек, тоже директора школ, тоже по теме полилингвального, двуязычного образования, национального воспитания, тоже мы им показали свой опыт. То есть это было очень полезно. Мы хотели бы, чтобы эта практика продолжалась. И вот всем было очень интересно. И взаимное сотрудничество было как-то очень-очень эффективным. Спасибо. А наши телезрители сейчас смогут заметить то, что вы принесли с собой несколько изданий. Вот хотел бы Марию Владимировну попросить более подробно рассказать об этих книгах. Ну, это тоже как меры поддержки наших педагогов. Нашим главой тоже был учрежден специальный фонд, который направлен на публикацию из методических разработок наших педагогов. Ежегодно мы публикуем серию таких книг. Это 3 года, получается, мы уже 3 книги издали. Первый год у нас был посвящен дошкольному образованию, второй год это был учителям начальных классов, публикации учителей начальных классов, и третий год это у нас получается учителя основного звена. И сюда входят тоже на конкурсной основе лучшие разработки, лучший методический опыт наших учителей. Это все делается в рамках муниципальной программы. Учебники, методические пособия раздаются во все школы и детские сады именно города Якутска. И также этот опыт у нас был представлен и на региональном уровне. Мы тоже коллегам своим показывали, да, которые приезжали, тоже были очень заинтересованы. И эта мера поддержки, городская мера поддержки, тоже очень необходима нашим педагогам, так как она способствует повышению их категории, где обязательно учитывается публикация в специальных изданиях. Эти учебники имеют все
сертификации, именно официальные, да, и проходят через наш научно-методический совет, в состав которого входят очень большие люди, академики, профессора, доктора наук, и делают свое экспертное заключение. То есть, условно, это как научный журнал, да, если ты, например, пишешь диссертацию, то ты можешь опубликовать здесь свою статью, и будет в зачет. Да, это как бы получается. И заодно поделиться с коллегами своим опытом. Что вот еще слышал, вы сегодня, пока мы были на рекламной паузе, говорили про дизайн-код. Хотелось бы тоже об этом поговорить и, возможно, даже увидеть, показать нашим телезрителям. Вот это вот наше новое нововведение, совместная разработка учителей якутского языка и литературы города Якутска, да, они на основании своего многолетнего опыта, они давно вот имели такое желание, здесь такой образ кабинета, каким он должен быть, кабинет якутского языка и литературы, в городе Якутске, да, и вот такой дизайн-код был при финансировании тоже города Якутска разработан и презентован еще в ноябре в рамках 3-го республиканского съезда. В этом дизайн-коде мы включили такие вот основные моменты, которые должны быть в кабинете якутского языка. Что должно быть в кабинете? Какие оформления должны быть, какие формы стенды могут иметь, какие цвета должны быть использованы, чтобы они соответствовали именно вот национальному колориту, национальному духу, да. То есть это рекомендация, да, включать разные все направления оформления кабинетов, содержание, методическое наполнение кабинета, начиная от текстур, какие можно использовать при оформлении стендов, цветов, шрифтов, узоров, орнаментов, значения орнаментов. То есть это очень такой содержательный, емкий материал, который будет очень полезен нашим педагогам не только для школ. Можно использовать и для дошкольных учреждений, и для других образовательных учреждений, и в целом для оформления каких-то вот стендов, просто пространств, да, презентаций. Этот материал у нас уже рекомендован. Один такой кабинет уже установлен в Саха-политехническом лицее. И вот вы видите на экране картинки, да, вот как бы знакомые, известные как бы образы нашего города. В основном это про город Якутск. И чтобы какие-то знакомые моменты, какие-то картины, изображения, которые показывают наш город. Ассоциируются с городом. Да, и формировали, можно сказать, юного нашего горожанина, скажем так, чтобы он знал, где там есть литературная карта, допустим, да, у нас очень много улиц, которые носят наших поэтов, писателей, чтобы они об них знали. Есть карта непосредственно фотографии наших писателей, да, тоже в едином стиле, тоже чтобы они в каждом кабинете, чтобы это было, чтобы видели. Также и знаменательные места именно города Якутска, да, чтобы каждый ребенок знал, кому этот памятник посвящен, почему это место носит такое название и так далее. И в целом вот эта вот тематика кабинета якутского, кабинета родного языка, она всегда была. Министерством образования нашей республики уже не первый год выделяются специальные учебно-методические пособия литературы именно для кабинета якутского языка. И как бы тоже они вот дополняют друг друга, да, полностью как бы получается кабинет укомплектован. Как внешнее оформление, так и внутреннее содержание. Смотрите, если из контекста нашего разговора становится более или менее понятна мотивация, зачем заниматься всем этим с школьниками и дошкольниками, потому что в наших интересах прививать подрастающему поколению любовь к родному языку. Но что касается взрослых, я, наверное, буду прав, если скажу, что это тоже определенная тенденция появляется у взрослых людей к изучению якутского языка. То как на этом фронте обстоят дела? Планируется ли создание каких-то факультативов, курсов именно для взрослого поколения? Ну, здесь, наверное, я могу ответить, потому что в каждой библиотеке мы организуем занятия, проводим библиуроки, но и организуем клубы чтения. Это читательские клубы, в основном они по интересам, и, конечно же, мы стараемся привлечь
читателей, которым интересно читать на родном языке, потому что мы столкнулись с тем, что, например, молодежь, да, до 40 лет, 35 уже там, все равно же молодежь считается, да. Вот я, например, себя не хочу называть пожилой женщиной, вот, но такие люди, вот, которые заняты, которые работают, но которые хотят правильно говорить и писать на родном языке, вот это наша целевая аудитория. И они приходят, берут книги. Некоторые прямо честно признаются, что я многого не могу понять, потому что наш современный якутский язык, он очень отличается от языка, на котором писал Алексей Кулаковский. И в этом нам помогают современные авторы. Современная проза и поэзия. Это читатели, например, среднего возраста, да, вот моего возраста, старшего возраста, очень интересуются творчеством Николая Лугинова, Семена Попова-Тумат, Натальи Харлампьевой. Вот, даже очень особой популярностью стали пользоваться песенники. Люди стали изучать, вернее, учиться петь на родном языке. Потому что это тоже интересно. В кругу семьи, вот я не устану повторять, что вот родной язык должен знать не только ребенок, не только там, мама и папа, да, но и бабушка, и дедушка. И мы должны это взращивать в наших детях. В семье все начинается. И культура чтения, она тоже в семье. Если в семье привыкли читать бумажные книги, и дети также приходят в библиотеку читать книги. Бабушки приводят внуков, мама приводит детей. И вот у нас же целое поколение выросли в Белинке, и каждый день мы видим этих читателей. И вот мы сейчас, пользуясь случаем, что для всех взрослых, я говорю, что вы можете прийти в наши библиотеки и стать участником вот такого вот книжного клуба или записаться на какие-то курсы, либо посещать наши библиуроки, которые посвящены изучению родного языка. Наша библиотека в этом году стала участником программы «Гений места». Мы там тоже уделяем большое внимание и мероприятиям, в том числе и на родном языке. У нас есть клуб «Старожил», у нас есть клуб «Горожанин», где есть целая медиалаборатория для детей, которая помогает детям создавать видеоконтент и контент для социальных сетей на родном языке. И вот это вот очень важно. И мы стараемся, вы уже, наверное, заметили, да, что у нас разные форматы. Ведь библиотека уже давно ушла от того формата хранилища книги, превратилась в очень такое интересное медиапространство. У нас есть современное оборудование, которое делает обучение очень интересным. Даже робот у вас есть. Да, робот даже у нас есть. Вот который на якутском языке говорит. Вот, я честно... Но наш робот говорит, который в столовой 40-й школы. Да, честно говоря, я его еще не видела, но я уверена, что да. И это не предел. Поэтому в библиотеках сейчас возможно все. Ну, а мне хотелось бы добавить, что со взрослыми это получается наши родители. И, конечно же, когда они приходят к нам, вначале это уже детский сад, а они уже проходят через весь этот цикл мероприятий, которые у нас проводятся, и не только в День родного языка, а в целом оно все равно красной нитью проходит по всем мероприятиям. Далее они уже переходят в школу, и, конечно, соответственно, тоже те родители, которые, может быть, в школе не изучали родной язык, но они его изучают уже со своим ребенком. И мы приветствуем вот такие вот родительское просвещение, естественно, этим занимаются и как в детских садах, как в учреждениях дополнительного образования, так и в школах. Поэтому мы тоже вот поддерживаемся, присоединяемся к мнению, что большой вклад в дело изучения родного языка исходит от семьи. Если в семье это приветствуется, если родители оба говорят на таком родном языке, конечно, создается атмосфера, эйге, да, скажем так. И, конечно, ребенку легче. Только школа, только детский сад, конечно, мы тут, такого большого
как скажем, Влияние. да, не сможем Ну, вы просто оказать. физически не можете круглые сутки находиться Конечно. рядом с Ага, с детьми. детьми. Поэтому вот в такой коллаборации, наверное, да, вот и учреждения культуры, учреждения образования, семья, в целом общество, мы видим, что и общественные организации вносят большой вклад, то, что даже вот остановки объявляют на родном языке, на остановках появляются какие-то надписи, высказывания на родном языке с указанием авторов, да, это тоже все создает ту среду, которая способствует сохранению и развитию родного языка. Ну, мне кажется, у некоторых, даже, наверное, у многих людей есть такой стереотип, зачем моему ребенку знать, например, якутский язык, если он куда-то уедет, зачем он ему вообще в жизни пригодится? Ну, не знаю. Какое-то мнение есть по этому поводу? Есть такое мнение, конечно, есть, оно бытует, но знать родной язык мы обязаны. Вот даже, несмотря на меня, да, очень можно с трудностью сказать, что я говорю на якутском языке, но я говорю, да, в семье мы разговариваем только на якутском языке. Со своими коллегами я общаюсь на якутском языке. Стараюсь своим детям привить желание изучать родной язык. Хотя бы прививать им те традиции, которым научили нас, мои родители, мои бабушки, дедушки, да, вот, и чтобы они, когда вырастут, знали, кто они. Это же очень важно. Ну, как говорят, пока есть язык, есть народ, да, поэтому наша задача вот систему образования именно сохранить. Ну, конечно, навязать, там, заставить кого-то мы не сможем, но наша задача им дать возможность, во-первых, как вы знаете, образовательное учреждение принимается по заявлению родителя, и как родитель заявит, так и будет открыт тот якутский класс. Ну, естественно, бывают моменты, когда там всего одно заявление, и, конечно, класс не создадут, да, или в садиках то же самое. Но мы отмечаем, что ежегодно у нас прирост, в каждом детском саду у нас постепенно будут открыты якутские группы. Если ранее у нас было там порядка половины только детских садов с якутскими группами, то сейчас у нас больше, уже где-то 80% детских садов имеют якутские группы, и эта тенденция будет только увеличиваться. Что касается школ, то тоже именно количество детей, изучающих якутский язык, у нас увеличивается. Но бывает так, что родители, как сказать-то, не хотят там шестидневку, да, как бы облегчают себе жизнь, скажем так, да. Мы поэтому призываем, ничего не бойтесь, изучайте родной язык и записывайтесь вот в якутские группы, якутские школы. Спасибо, дорогие гости, за такую содержательную беседу. Очень было приятно услышать ваше мнение по этому поводу. Ну, а наших телезрителей и радиослушателей, я думаю, мы все вместе призываем изучать, помнить и развивать родной язык, учить детей своих и помнить свои корни. Спасибо большое. С вами была программа «Якутск сегодня». Увидимся на следующей неделе.